эфире городского телевидения программа «Крупным планом» и я, ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте! С сегодняшнего дня мы запускаем сезон прямых эфиров. Будем встречаться также каждый четверг в 19:00. Планировалось, что гостем нашего сегодняшнего эфира станет начальник городского отдела образования Гаязов Ахмадулович Хасанов. Но в связи с командировкой нам пришлось перенести нашу беседу на следующий четверг. Ну а мой сегодняшний собеседник – это школьный психолог Альбина Хурматовна Ахметова. Здравствуйте, Альбина Хурматовна. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. В течение ближайших 30 минут вы можете задавать свои вопросы по телефону 5 14 95 или писать сообщения в Вайбере и WhatsApp на телефон 8 927 303 43 43. Альбина Хурматовна, повод у нас для сегодняшней встречи весьма актуальный, потому что буквально позавчера, 5 сентября, произошло ужасное событие в одной из подмосковных школ, когда подросток 15 лет устроил бойню в школе, там поранил учительницу, поранил своих одноклассников. И вот о подростковой жестокости, о ее причинах хотелось бы сегодня с вами побеседовать. Как вы считаете, что его могло побудить и можно ли как-то предупредить подобное развитие событий? Конечно, та трагедия, которая произошла в Ивантеевке, я думаю, никого не оставила равнодушным, ни одного российского учителя, ни одного родителя, ни одного психолога. Очень страшная трагедия произошла. Я думаю, что данная проблема, она вообще, и самое ужасное, что это не была какая-то уже, как доказано, как говорилось из эфиров, что это не была какая-то вспышка, какая-то агрессия, какая-то сиюминутная, скажем, аффективное какое-то состояние. Это было демонстративное, преднамеренное поведение, когда подросток очень долго готовился к данному происшествию, к данному событию. Он кричал об этом в своих социальных сетях, говорил о том, что он к этому событию готовился на протяжении нескольких лет. Конечно, это очень страшно, это очень трагично и очень печально. Но я думаю, что здесь в первую очередь самое основное, самое главное, большая проблема на эту проблему должны были обратить внимание в первую очередь родители, конечно, родители. И все мы должны знать и помнить о том, что только родители лучше всего знают своих детей, лучше всего могут помочь своему ребенку. Ни один самый лучший высококвалифицированный специалист не окажет помощь такую, которую необходимо в этот момент. Поэтому родители, конечно, должны были бить тревогу, бить во все колокола, обращаться к школьным психологам, обращаться в какую-то, может быть, психиатрическую помощь, потому что если это не проблема ни одного дня, скажем, поэтому если не хватает ресурса школьного психолога, потому что психолог по большинству он работает с чувствами, с эмоциями, то необходима была в данном случае, конечно, психиатрическая, грамотная психиатрическая помощь. Психотерапевт, либо детский психиатр. Но это должны быть, конечно, специалисты очень квалифицированные, очень грамотные. Я думаю, что не увидели, не обратили внимания, может быть, проигнорировали даже где-нибудь, но поэтому проблема, она, к сожалению, принесла вот такие огромные масштабы. Вообще все отмечают, что на странице этого подростка ВКонтакте очень много фотографий оружия. Видно, что он там поклоняется тем людям, которые там в свое время устраивали подобные, как сказать, теракт, конечно, не назовешь, но хотя подобные бойни в американском штате, в американской школе. Всегда ли вот такое поведение, когда подросток в соцсетях публикует подобные вещи, служит поводом для беспокойства? Потому что подростковый период, он же тоже такой достаточно своеобразный. Конечно, вот любое происшествие, любое событие, данное именно, и можно сказать, в нашем случае, это событие, произошедшее в Ивантеевке. Ведь ребенок, его социальные сети были открыты, по сути, всему миру. И та невербальная информация, которая была выложена в социальных сетях, в виде этих фотографий, в виде каких-то картинок и даже этого лозунга, или, скажем, призыва Delete my life. Удалите мою жизнь 5 сентября. Конечно, это все говорило о том, что будет, что-то произойдет, что-то должно произойти. Я считаю, что налицо демонстративное поведение, вынашиваемое
не один год демонстративное поведение подростка было налицо. Этому подростку было 15 лет, ученик 9 класса, подростковый возраст. Вот вы как психолог, какие сложности можете отметить, которые возникают именно в подростковом периоде? Вообще подростковый возраст, он возрастной периодизации, он является одним из самых сложных периодов, самых критических периодов. И не зря физиологи, психологи, как бы характеризуя этот возраст, они употребляют вот такие выражения или как бы словосочетания. Это гормональный рост, это скачок роста, это эндокринный шторм. И нужно помнить о том, что вот именно в этот период происходит 3 фабрики по производству гормонов, которые есть у человека. Это гипофиз, это щитовидная железа, это поджелудочная железа. Они работают, эти фабрики гормонов, они работают в 100 раз быстрее, чем, вот, скажем, у взрослого человека. Поэтому подросток иногда он просто не справляется вот с этим совсем. Он не может понять, что с ним происходит, и в связи с этим вот различные противоречия, которые происходят, которые вот свойственны подростковому возрасту. В этом возрасте ребенок пытается самоутвердиться в коллективе сверстников в первую очередь. Учеба, родители, все это отступает на второй план и выступает вот самый основной мотив поведения подростков, именно старших подростков, даже не младших, а вот именно старших подростков, детей возраста 13, 14, 15 лет, это самоутверждение в коллективе сверстников. И, к сожалению, если подросток не может выделиться, скажем, какими-то положительными чертами, учебой, да, какими-то своими, может быть, достижениями в спорте, скажем, в музыке, к сожалению, он начинает обращать на себя внимание уже какими-то асоциальными поступками. То есть делает все для того, чтобы на него обратили внимание. Может быть, вот случай в Ивантеевке, произошедший случай в Ивантеевке, может быть, и здесь какое-то объяснение этому есть. Но если человек стремится к каким-то социальным вещам, да, если подросток замыкается, начинает огрызаться, родителям вот в этой ситуации как стоит себя вести? Ну, в первую очередь нужно понять причину, почему это произошло, почему происходит, почему ребенок уходит в себя. В первую очередь необходимо, если есть в школе школьный психолог, попытаться вместе, обязательно это родитель, это ребенок, попытаться разобраться в сути проблемы, почему это происходит. Может быть, это нарушение межличностных отношений в классе, может быть, это нарушение внутрисемейных отношений, потому что, вот как показывает практика личная, зачастую приходится работать больше даже с родителями, а не с детьми. То есть проблема, она кроется, изначально она идет из семьи, кроется во взаимоотношениях с родителями. Родители между собой, либо родители с другими детьми, но все-таки в первую очередь необходимо искать причину, глубинную причину. В чем проблема? Почему ребенок стал таким? Ну, видимо, понятно, да, что не стоит кричать, не стоит принимать каких-то агрессивных мер, а стоит все-таки побеседовать и как-то договориться. Нужно помнить о том, что вот эта вот агрессия, какая-то вспышка, может быть, какие-то противоречия, конфликты, которые идут со стороны родителей, они всегда отражаются на детях, и такая же реакция будет от детей. Ответная реакция будет такая же. Вот, если родитель кричит, то и подросток, соответственно, будет также себя вести. Альбина Хурматовна, нам пришло сообщение на прямой эфир. Здравствуйте, ребенка каждый день бьет одноклассник. Только его чаще всего. Из-за этого он теряет интерес к учебе, устает сильно. На перемене приходится не отдыхать, а отбиваться. На родителей и учителя слабо реагирует тот одноклассник. То есть, получается, избивает, и при этом, когда тому делают замечания и родители, и учитель, тот никак не реагирует. Ну вот, то есть, конфликт с одноклассником. Здесь, ну, в первую очередь, конечно, нужно поработать психологу, разобраться в причинах, что происходит вот между детьми. Как вот, может быть, со стороны самого подростка идет какая-то вот, как такое поведение, которое провоцирует конфликты. Не бывает же всегда одна сторона виновата. Поэтому здесь обращаться нужно к школьному психологу и попытаться выяснить причины такого поведения. Опять-таки возраст какой. Возраст не указан, к сожалению. И возраст какой. Здесь все связано с возрастом. Все отсюда идет. И возраст, и межличностные отношения в классе, как выстраиваются взаимоотношения. То есть все вот здесь вот нужно учитывать.
Иногда бывает и сам ребенок виноват в такой ситуации. То есть все очень относительно. В общем, главный совет – это все-таки обратиться к школьному психологу. Постараться, да, и все-таки уметь выстраивать отношения в коллективе сверстников. Потому что ребенку выходить во взрослую жизнь, он должен знать, что можно, что нельзя, что можно говорить, как себя вести, то есть все это. Ну и в конце концов можно учиться каким-то приемам самообороны, да, чтобы в случае чего суметь постоять за себя и не дать себя в обиду. Да, самооборона, самообладание, может быть, вот если это необходимо. Конечно, уметь вовремя сдержаться, не нагрубить, то есть уметь выстраивать отношения. Ребенок этому должен учиться. Вот именно выстраивать отношения в коллективе сверстников в первую очередь, особенно если подростковый возраст у нас. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам и задать вопрос школьному психологу по телефону 5 14 95 или написать сообщение в Viber, WhatsApp 927 303 43 43. Альбина Хурматовна, начался новый учебный год, да, и я думаю, актуальный вопрос для многих родителей и школьников – это адаптация к учебе, особенно для первых классов. В этом году у нас, по-моему, 993 первоклассника по нашему городу. Вот какие советы вы можете дать? Может быть, стоит ли вообще там подготовительные курсы посещать, прежде чем пойти в школу? Как вот, чтобы сделать школьную жизнь менее болезненной, так скажем, привыкания? Вообще процесс адаптации детей первых классов к школе, он бывает очень длительный, очень сложен, бывает очень противоречив. И тут, конечно, большую роль, как бы это банально ни звучало, опять-таки играют родители. Это в первую очередь в этот период необходима поддержка со стороны родителей, это искренний интерес к успехам детей, это забота, это любовь родителей, но не такая безграничная, конечно, любовь, адекватная любовь родителей. В этот период родители должны обязательно создать в семье благоприятную психологическую атмосферу, то есть какие-то конфликты, противоречия в семье, скандалы, может быть, ссоры, все это является врагами для успешной адаптации. То есть ровные, доброжелательные взаимоотношения между ребенком и родителями в семье. Большую роль, вот как показывает тоже опыт, большую роль вот именно в успешной адаптации имеет положительное отношение родителей к школе, положительное отношение к учителю, вообще к процессу учения. То есть вот именно вот эти вещи, они способствуют тому, что ребенок, все, если родители будут соблюдать вот данные, вот это не такие сложные, в общем-то, правила, да, так скажем, то процесс адаптации, он будет безболезненным и успешным. А что касается подготовительных курсов, потому что я знаю, допустим, что при школах, да, при некоторых действуют специальные подготовительные кружки для будущих первоклассников. Вот стоит водить или это в принципе не обязательно? Может быть, я вот на примере своей образовательной организации, своей школы расскажу родителям. Вот я работаю в гимназии вот уже на протяжении 20 лет. В нашей гимназии создана школа будущего первоклассника под таким названием «Филиппок». И вот как по наблюдениям учителей, по наблюдениям психологов уже, которые на протяжении вот этих долгих лет уже сделали такие очень, можно сказать, такие масштабные выводы, что те дети, которые посещали, скажем, вот эти курсы, они безболезненно вот вступают в школьный процесс уже с самых первых сентябрьских дней. Вот мы уже сегодня вот наблюдаем вот в эти дни, что дети, которые посещали эти курсы, они очень активные, они живые, они усидчивые, они с удовольствием работают на уроках. То есть процесс адаптации, у них, как правило, его и нету даже этого процесса адаптации. Безболезненно они входят в учебный процесс и учатся, посещают, вот у нас школьный психолог уже посещает занятия первоклассников. И эти дети, они очень активны, и их сразу видно, этих детей. И наоборот, те дети, которые, может быть, самостоятельно с родителями готовились к поступлению в школу, этих детей тоже сразу видно. Эти дети, они как-то особнячком держатся, они малоактивные, и, к сожалению, у этих детей процесс адаптации, вот он может протекать от нескольких недель даже до полугода. Поэтому все-таки
я бы рекомендовала посещать эти курсы, потому что и вот по опыту нашей школы эти курсы, они не в такой форме, как вот в урочной форме, они в игровой форме проходят, очень интересные. И что самое главное, вот после занятий учителя, которые проводят, и психологи, которые проводят занятия, они дают рекомендации вот именно после уроков сразу, которые необходимы для того, чтобы вот ребенок еще лучше, ну, что у него, какие проблемы у него, скажем, на сегодняшний день. Как индивидуально на каждого ребенка. Да, что нужно сделать, какие рекомендации, что нужно использовать для того, чтобы ребенок лучше, может быть, усваивал материал. А вот вообще как понять, готов ли твой ребенок к школе и какой возраст вы считаете наиболее оптимальным? Потому что вот многие задаются вопросом, то ли в 6 лет отдавать, то ли в 7 лет отдавать. Вообще этот вопрос, конечно, очень беспокоит родителей. По санитарным нормам и правилам возраст, в котором ребенок готов, скажем, поступает в учебное заведение по Санпину, это 6 лет и 6 месяцев. Но есть такие родители, которые считают, что их ребенок уже на 100% готов к школе, он очень успешный, он эрудированный, он невероятно интеллектуальный. То есть есть такие родители, что он готов в школу буквально с 6 лет пойти, то вот эти родители, они могут написать заявление по согласованию с учредителем, раньше 6 лет 6 месяцев поступить в школу. То есть все это, конечно, по согласованию с учредителем. А так возраст поступления детей в школу по Санпину 6 лет и 6 месяцев. Но по советам учителей, по советам психологов, конечно, самый оптимальный возраст для поступления детей в школу первый класс — это все-таки 7 лет. Потому что в этом возрасте дети уже наиболее являются подготовленными. А то, что касается в плане готовности, вы сказали, да? Да, то есть как определить, что ребенок готов к школе? Конечно, в первую очередь это сформированность его основных психических процессов. Это когнитивные так называемые процессы, это память сформирована, это мышление, это внимание, которые так необходимы в учебном процессе, это восприятие. А следующее — это ребенок, у него должно быть сформирована произвольность поведения, должна быть сформирована, он должен уже понимать, мотивация должна быть сформирована, он должен понимать, что в школу приходит для того, чтобы учиться, чтобы получать знания, что школа — это серьезное учреждение, здесь уже не играют, а делают все для того, чтобы получать знания. Конечно, вот этот важный момент. И если у ребенка сформирована эмоционально-волевая готовность, если у него сформирована психологическая готовность, личностная готовность, о чем я уже говорила, то эти компоненты, они, в общем-то, говорят о том, что ребенок готов к школе. И также очень большую роль играет тот момент, когда ребенок понимает роль учителя, что роль учителя — это тот человек, который дает знания. То есть учителю необходимо все его правила, скажем, неправильно соблюдать, условия, которые созданы, этому нужно следовать, все это нужно соблюдать. Ну мы поговорили об адаптации школьников, первоклассников именно, да. Многие дети там переходят в более старшее звено, да, допустим, из 4 в 5, из 9 в 10. У них тоже адаптация проходит или как вы считаете? Вообще в школе, в любой школе имеется таких 3 переломных момента, скажем, важных, самых основных. Эти моменты, они ни в коем случае не должны остаться без поля зрения, скажем, психолога. Да? Во-первых, это поступление ребенка в первый класс, о чем я уже говорила. Это обучение, переход ребенка из начальной школы в основную школу, это 5 классы. И переход ребенка из основной школы в старшую школу, то есть это адаптация детей к 10 классам. То есть эти периоды, они в любой школе, где есть психолог, они сопровождаются, происходит психологическое сопровождение обязательно этих 3 важных адаптационных периода. Если сказать, например, про 5 классы, если ребенок уже прошел адаптацию, после 4 класса он пришел в 5 класс, да, то здесь все абсолютно снова новое. Если он в 4 классе, скажем, был самый старший
ребенок в начальной школе, то здесь вот в основной школе он снова становится самым младшим, появляются новые кабинеты, новые учителя, вообще новые, все новое для ребенка. Поэтому здесь нужна помощь психолога, чтобы адаптация прошла безболезненно. Все делается для того, чтобы не было тревожности каких-то у детей, страхов. Вот. Если касается 10 классов, адаптации детей к 10 классам, то тут адаптация – это новый коллектив абсолютно созданный. Если школа, скажем, профильная, то здесь идет адаптация к профильным программам. Здесь тоже нужна помощь психолога, потому что, к сожалению, не все дети могут справляться вот с такой нагрузкой, которая на детей обрушивается. Поэтому тоже здесь мы беспокоимся о эмоциональном поведении детей, о психологическом состоянии. Здесь психолог просто необходим. Ну, вот как раз вопрос от телезрительницы Максимовой. У меня дочь учится в 9 классе, хотелось бы понять суть вашей работы. С каким вопросом дети могут подойти к вам? То есть в чем суть работы школьного психолога и по каким вопросам? Вообще работа школьного психолога любой школы, она как бы подразделяется на 5 таких важных компонентов. Во-первых, это психопрофилактика, психолог занимается этим. Во-первых, это следующее, это второе, это психодиагностика, это проведение грамотной психологической диагностики с использованием валидных, то есть надежных диагностик, которые разрешены, скажем, рекомендованы для работы с детьми. Следующий момент, третий, это психокоррекционная работа. Если психолог в результате диагностики выявил какие-то нарушения, скажем, да, то тут необходима обязательно коррекционная работа, чтобы вот исправить те моменты, которые были. И следующий момент – это психопросвещение, тоже очень важный момент в работе психолога. Происходит именно работа в данном случае и с родителями, и с учителями, и с детьми по тем вопросам. И особенно часто это происходит по вопросам повышения психологической компетентности в основном, потому что зачастую у нас родители бывают в каких-то вопросах психологии очень не то чтобы отсталыми, неосведомленными, поэтому вот здесь просто необходимо психопросвещение. Потому что, в принципе, до недавнего времени как-то по советской старинке, скажем, да, все привыкли с своими проблемами справляться сами. И это, вот, наверное, тренд сегодняшнего дня, что все больше людей понимают именно важность профессии психолога и обращаются уже к профессионалам. Альбина Хурматовна, у нас осталось 8 минут до конца эфира, много вопросов, которые мы еще не успели озвучить, поэтому давайте вкратце, может быть, успеем пробежаться. Еще один вопрос от телезрителей, очень актуальный. Беспокоят различные группы смерти типа синего кита. Как уберечь ребенка от них, как понять, если он уже в этой группе? Вот, к сожалению, на сегодняшний день проблема наличие вот этих группы смерти, так называемых, в социальных сетях, да, в наших, эта проблема очень актуальная, злободневная. Все мы очень переживаем, и психологи, и я вот как родители, и учителя. К сожалению, вот как уберечь ребенка? Самое главное, чтобы вот у ребенка не было вакуума, такого свободного вакуума, что ребенок, он не знает, чем занять себя. То есть ребенок, он должен быть всегда занят чем-то. Пусть это будет хобби, пусть это будет выполнение домашних заданий, пусть это то, что по душе ребенку. И, конечно, в данном случае родитель, особенно, опять-таки, возвращаемся к подростковому возрасту, родитель, он должен быть всегда рядом. Он должен знать, интересоваться, чем занимается его ребенок. Что, ну, конечно, мы не такой тотальный контроль, как вот у нас некоторые родители делают, да, контролируют всех, все и вся. Этого просматривать иногда соцсети. Конечно, это обязательно, конечно. Я уже говорила, что вот эта вот информация, которая выложена в социальных сетях, она вот это повод для беспокойства. Так, и как понять, если он уже в этой группе? Во-первых, это поведение. Изменилось поведение ребенка, был активным, был целеустремленным, да? Вдруг он стал пассивный, замкнутый, закрытый, часто уединяется, мало общается, то есть особенности характера поменялись, да? Вот это вот в первую очередь нам надо обратить на поведение. Учеба, был успешный в учебе, был всегда лидером, и тут снова проблемы. Учеба отошла на второй план. То есть вот эти вот именно проблемы в поведении должны в первую очередь настораживать родителей. Альбина Хурматовна, событие, которому
Ученики выпускных классов готовятся уже с начала учебного года. Это сдача единого государственного экзамена в 11 классах. И в 9 классах сейчас тоже сдают ОГЭ, который по форме, в принципе, схожи с ЕГЭ. Это тоже такой своеобразный, наверное, стресс и для самих школьников, и для родителей. Вот ваши рекомендации, как к этому подготовиться, как быть морально готовыми к экзаменам, потому что не у всех достаточная психологическая подготовка, бывает у кого-то и нервы самые последние. Да, к сожалению, так бывает. Вообще психологическая подготовка к государственной итоговой аттестации, вот у нас сейчас уже есть такая аббревиатура появилась, ОГЭ, основной государственный экзамен. И мы должны знать, что вот уже единый государственный экзамен, он на протяжении уже вот 10 лет как введен в штатный режим. Основной государственный экзамен 4 года как введен в штатный режим. И с каждым годом к государственной сдаче детьми экзаменов оно обращается огромное внимание со стороны как государства, так и психологов, физиологов. Самое важное вот в этот момент должны, родители, к родителям я хотела бы обратиться, что вот этот вот процесс психологической подготовки, он уже делится на два таких важных компонента, так скажем. Во-первых, это психофизиологическая подготовка и психологическая. Вот задолго до того, как начались, скажем, экзамены, вот уже сейчас можно, конечно, над этим работать, необходимо психофизиологическая подготовка. У ребенка должен быть обязательно режим дня, режим подготовки к экзаменам, режим сна. У ребенка должно быть дома место, родители должны об этом позаботиться, место, где он может заниматься, подготовиться к экзаменам. Вот это вот то, что касается психофизиологии. То, что касается психологической подготовки, зачастую у нас родители бывают сами абсолютно не готовыми вот к такому периоду. Они настолько бывают гипертрофированные формы их заботы приобретают, что они готовы сами идти за детей сдавать экзамены, и вот своим поведением вот этим вот негативным сами боятся этих экзаменов, и срабатывает такой эффект самозаражения, и дети заражаются вот этим вот негативным отношением родителей к экзаменам. Поэтому родители в этот период, они должны быть спокойными, уверенными в себе, уверенными в своих детях. Этот процесс должен протекать безболезненно, то есть родители должны быть спокойными сами, чтобы не накручивать, не нервировать сами своих детей. Вот. Ну и в школе, конечно, школьный психолог, он должен оказать помощь детям в подготовке к экзаменам. Это очень большая работа, это огромный пласт работы школьного психолога. В первую очередь это... У нас есть время, да, еще? 1 минута осталась. Большая работа школьного психолога, это именно по эмоциональной подготовке в первую очередь, психологической подготовке ребенка к школе. То есть ребенок должен в первую очередь эмоционально быть готовым к тому, что вот ему предстоят такие сложные испытания, он должен их преодолеть достойно. У нас даже в прошлом году в городе проводился эксперимент, да, когда родителям предлагалось почувствовать себя в роли школьника. Да, были такие. Полностью весь этот этап сдачи ЕГЭ, и как бы многие родители пришли к выводу, что ничего страшного нет, главное готовиться. Понятно, что нужно психологически быть к этому готовым, но в первую очередь все-таки, конечно, нужно, как сказать, трудолюбиво учиться, да, изучать все, потому что когда ты владеешь знаниями, ты себя ощущаешь уже более уверенным, и это все проходит. Экзамен это же ведь это по силу сдать вообще каждому ученику. Здесь ничего страшного нет. Если ты будешь готовиться вот на протяжении вот этого, даже вот сейчас ты начнешь вот с самых первых сентябрьских дней уже готовиться к этому, то ты успешно сдашь экзамен. То есть нужно потрудиться, нужно постараться. Да, но время наше, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, что этот учебный год для нашего города, для всех школьников пройдет успешно. Благодарю вас за познавательную беседу. На этом наш эфир завершен. Всего вам хорошего и до встречи в следующий четверг. До свидания.